Как казахский дом на улице Нурсултана Назарбаева стал символом новой жизни в столице Чечни. В ежегодном послании президент подчеркнул, что отношения Казахстана и России являются эталоном межгосударственных связей. А с некоторыми российскими регионами нашу страну связывают еще и братские отношения. Один из них – это Чеченская республика. Подробнее в сюжете нашего собственного корреспондента Даны Нуржа. Мы идем по проспекту Ахмата Кадырова. Его пересекает проспект Владимира Путина, и совсем недалеко от них пролегает одна из самых длинных улиц Грозного. Она носит имя Нурсултана Назарбаева. Здесь, в Чечне, особенно высоко ценят его вклад в развитие культурных, гуманитарных и экономических связей между Казахстаном и Чечней. Это сейчас Грозный блистает небоскребами и восхищает современными мечетями. Трудно поверить, но не так давно, после 2 разрушительных войн, столица Чечни лежала в руинах. Здесь вспоминают, тогда одними из первых руку помощи вновь протянули братья-казахи. Это здание местные называют «Казахский дом». Он построен на средства, выделенные правительством Казахстана. Это первая жилая новостройка посреди развалин укрепила веру местных жителей в мирную жизнь. На вершине есть казахская типа юрта сделана, на вершине такая. И вот этот 5-этажный дом построил по указу Назарбаева. Вот. И проспект улица Назарбаева у нас есть. Мы так что не забываем хорошие дела. Народ очень благодарен нашей взаимной дружбе. Вот я говорю, как я могу. Так, я не оратор, разговариваю. В 2010-м за вклад в укрепление братских отношений между Казахстаном и Чечней лицею номер 1 Грозного было присвоено имя Нурсултана Назарбаева. Это одна из лучших школ республики. Я думаю, много причин для того, чтобы нашему учебному заведению присвоили имя Назарбаева. Мы всегда проводим классные часы, мероприятия, рассказываем о Назарбаеве, о Казахстане. Такая традиция у нас сложилась. В фестивалях народов мы всегда представляем страну Казахстан. Наши девочки одеваются, мальчики одеваются, танцы, песни на казахском языке, блюда, кстати, казахские. Вот так вот мы как-то вообще хотим даже открыть музей. В Грозном есть и другие места, напоминающие о тесной дружбе с Казахстаном, помощь которого помогла послевоенной Чечне начать новую жизнь. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24.